да, а вы там уже сами смотрите. Бежевые тени, бежевые губы. Да, супер. Какой супер? Вот этот супер и вот этот хорошо. Тот слишком розовый, мне кажется. Массовку. У меня уже были заказы. А ты бы сама их шила? Нет, конечно, на заказ. Да, на заказ. Вот, я собиралась домой на несколько дней, буквально перезарядиться, взять то, что мне нужно. Я на 4 месяца поменяла 3 жилья. Ну ты уже ее сюда не будешь заводить, оставишь там. Брошка. Если честно, сейчас с этими условиями, которые сложились, очень сложно прогнозировать. Низея Мершах, человек с активной жизненной позицией, дизайнер одежды, крымская татарка и, наверное, личность, которая стремится к результатам. Так звали мою прабабушку по папиной линии. Я знаю, что это единственное имя в Крыму, но моя бабушка была крымская татарка, они из Алушты. Так что я так понимаю, что это наше традиционное имя. Знаю, что есть в Турции тюльпан Низе. И еще мне говорили, что есть такое персидское слово Низе, которое означает копье или пика. Я хотела быть максимально свободной. Мы жили с родителями в красивом доме. У нас на тот момент было все достаточно ярко, но пассивно. Мне хотелось свободы, мне хотелось много ездить, видеть окружающий мир. Хотелось больше красок в жизни. И свобода, яркая жизнь. А что касается профессии, то я была творческим ребенком, который пришел к пониманию того, кем хочет быть в 11-12 лет. Это случилось благодаря песне Вакарчука. Я слушала, у меня появилась в 11 лет кассета «Модель», и там была песня «Коко Шанель». У нее был очень мощный такой заряд, и я так вдохновилась этой песней. Меня так заинтересовала вообще какая-то философия жизни. Вот Вакарчук, он как-то умеет через песню зарядить, найти в тебе то, что важно. И послушав песню «Коко Шанель», я поняла, что быть дизайнером одежды — это очень интересно. Да, очень часто. Ну, во-первых, меня отчислили из университета на втором курсе. Я тяжело пережила это. Но система образования, она не совсем подходит для каждого человека. То есть это тот подход стандартный, который практикуется, он не может раскрыть абсолютно всех студентов. То есть я левша, я творческая личность, и в какие-то моменты я терялась, путалась и не могла двигаться по тому сценарию, которому следовали другие студенты. Поэтому эта система, я в нее не вписывалась. И меня благополучно отчислили. И немного вера в себя была подшатана, была как-то утрачена. Не то чтобы утрачена, нет. Я была просто расстроена. Я по воле, не знаю, Всевышнего, и вот благодаря каким-то обстоятельствам случайным образом встречаю в коридоре на тот момент Мамутага Чуло, которого я не знала. Знала как художника, но лично не знала. И меня знакомят с ним вот продавец. Я думаю, боже, надо же, как интересно, я могу с ним пообщаться. И я бегу за ним, сажусь с ним в маршрутку. Я не знаю, куда он едет, но мне так интересно было с ним пообщаться и рассказываю свою ситуацию. Он мне говорит, Низе, есть преподаватель в училище, она тебя может научить твоему ремеслу, твоей профессии. В общем-то, эта встреча была для меня важной, и она дала плоды, результаты. После этого я поступила в училище. Того преподавателя уже не было, но благодаря этой встрече я не опустила руки. Я стала понимать
изнутри, как все это происходит, умела, научилась шить, кроить, хотя в училище тоже мне было не сладко, потому что там мне казалось, это мне казалось, это женской армией, да. Все очень строго, форма, там рабочий день с 8 до 2, но нас часто оставляли до 6. Мы шили, шили, шили. И для меня такой вот активный, всегда в движении, это было тяжело. Эти 3 года были сложными. Много раз в жизни бывало так, что мне пытались обломать крылья, пытались не видеть, говорить, что это не здорово. Но моего характера достаточно для того, чтобы двигаться дальше к своей цели. Но критика бывает разная. Бывает конструктивная, бывает не знаю, негативная, наверное, какого-то непонимания. То есть конструктивно я очень положительно отношусь. Я даже часто прошу, скажите, что не так? Я хочу, чтобы это было здорово. К этой я отношусь положительно. К просто какому-то злословию я отношусь спокойно. Иногда меня это забавляет, но я недавно прочитала такую интересную фразу. Если ты получаешь негативный комментарий, не спеши на него отвечать. Лучше прочитайте 3 положительных отзыва и ответь на них. Наверное, немного... Но тоже как-то раз общалась с мужчиной, достаточно взрослым, и стала рассказывать про творческий человек, и стала спрашивать, как он добился результатов, каких-то там высот. И стала рассказывать о себе, что в 20 лет я была одним человеком, сейчас немного другая. И он говорит, везде все правильно, если ты в 20 лет если ты в 20 лет не был революционером, а в 30 не стал консерватором, то ты прожил жизнь зря. Что-то вроде этого. Я думаю, что у меня происходит что-то похожее со временем. То есть я от такого конкретного всегда взгляда смягчаюсь от каких-то очень вызывающих решений, прихожу к более традиционным. Постепенно. Меня это всегда расстраивает. Я не люблю быть пассивной. И в тот момент, когда я понимаю, что мое КПД вообще равно 0, я либо позволяю себе полноценный отдых, я уезжаю куда-то и вообще ничего не делаю. Даже пост в социальных сетях я не публикую. Полный релакс. И после того, как тебе уже надоедает это ничего не делание, ты приходишь в себя и начинаешь двигаться. Либо же я расписываю очень плотно график свой, и это тоже помогает. То есть ты уже поставил себе какие-то дедлайны, какие-то люди ты обязался, да, они ждут от тебя результатов, поэтому у тебя нет выхода. Нужны какие-то конкретные задачи, от которых ты не сможешь отойти. Да, тебе нужно будет их выполнить, реализовать. Ничего не бояться. Ничего не бояться. Я не люблю порабощение. Мне не нравится, когда ты становишься зависимым от работы, от людей, от социума. Человек должен быть свободным. У него должна быть возможность иметь собственное мнение, свою позицию. Это важно. Вообще, в принципе, не свободу я не приемлю. Что еще? Предательство. Я тонко чувствую, но у меня уже выработались какие-то черты характера немножко мужские. И в моем образе это выражается. У меня бывает что-то грубое, что-то женственное, но в то же время и есть и мужские какие-то элементы в гардеробе. То есть для того, чтобы найти свой стиль и не только в одежде,
Нужно найти себя сначала внутри, понять, кто ты есть. Все остальное после ответа на этот главный вопрос встанет на свои места. Потому что одежда — это просто упаковка. Самое главное — это содержание. Но, имея качественное содержание, уже второй вопрос. Интересно это подчеркнуть. Я современник. Мои первые работы — это был исключительный авангард. Очень кричащие работы. Я ввожу в современную одежду крымско-татарскую одежду, крымско-татарские элементы. Поскольку я не человек, который занимается этнографическим костюмом для музея, и не человек, который занимается религиозной одеждой, там, хиджабом и прочим. Я современник, я одеваюсь современно. И моя аудитория — это прогрессивные люди, современные, вот как и большинство из крымских татар одеваются в современную одежду. Но я хочу, чтобы были хотя бы какие-то маркеры. Как у меня в коллекции был дувалык на волосах. Раньше крымские татарки надевали, но они были не из металла, я их сделала более стильными. У меня было несколько косичек. Да, раньше девочки полностью заплетали волосы в косички, но я сегодня не готова к этому. Но я могу сделать всего 2 косички, которые будут говорить о прошлом. У меня были пиджаки, современный пиджак, но вырез, как в крымско-татарском традиционном платье. То есть я понимаю, что изменилось время и запросы. И я отвечаю запросам современного времени. Мне не интересно возвращаться назад и не получать фидбэков. Это не имеет смысла. Мы живем в 2020. Люди занимаются разработкой искусственного интеллекта. Мы живем в виртуальном мире. Мир поменялся. Естественно, если мы не будем развиваться, то мы останемся в прошлом. Наверное, быть более свободным и меньше смотреть на то, как одеваются другие. Попробовать самовыразиться и не бояться экспериментировать. Мне нравится мужская одежда. Мне нравится она на женщинах. Возможно, я со временем приду. Подожди, мне нужно наладить, поставить все очень твердо на ноги, и потом уже будет развитие. На данном этапе моего развития хочется быть самостоятельной и представлять свою одежду под моим личным брендом Низея далеко за пределами Крыма. Самое главное, что моя жизнь превратилась в какой-то момент, в тот момент, когда я осознала, что жизнь — это приключение, я стала человеком, который жизнь которого — это приключение. Я достаточно активная во многом. Мне интересно, мне интересно стимулировать людей, мне интересно получать положительные отзывы. После последнего моего показа, последних нескольких показов, я получила столько отзывов от молодежи. Знаешь, передать сложно. Это потрясающе, когда 18-летняя девчонка тебе пишет: «Сағолыңыз», что вы двигаетесь, вы меня стимулируете. Я не знала, как двигаться в Крыму, там, в творческом плане. Я не понимала. Вот у меня сейчас даже мороз. Я знаю, как сложно, да, реализоваться в консервативных семьях, в не очень развитом каком-нибудь поселке. И она видит тебя в социальных сетях и верит в себя. Мне очень это нравится. И меня это зажигает. Я бы хотела, не знаю, каким образом, но, может быть, бы и своим примером, какими-то реальными действиями зажигать, стимулировать и помогать. Мне это нравится. Да, сложный вопрос. Сложный вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Давай я буду отталкиваться от себя.
то, что я уважаю. Вот, да. Мне интересно видеть себя, своего мужчину, своих будущих детей, в принципе, свое окружение современными прогрессивными людьми, но с традиционными какими-то базовыми соблюдениями правил. То есть вот база должна сохраняться, такая вот наша традиционная крымско-татарская, но чтобы это был интересный человек и актуальный, наверное, на сегодняшний день. На сегодняшний день я понимаю, что женщина больше не хранительница домашнего очага, и современные технологии заменили очень многое. Да? У нас есть посудомоечная машина, есть стиральная машина, есть робот-пылесос. И женщине остается время для развития, для творческой реализации. И почему нет? Почему бы нет? Важно, опять же, понимать, что мужчина все-таки глава семьи. Он сильнее даже в физическом плане, в умственном плане, мне кажется, что в науках и да, во многом мужчина от природы, наделен большими возможностями. Поэтому я бы сохранила, это мое сугубо такое субъективное мнение. Мужчина все-таки, да, он доминирует, на мой взгляд, и должен доминировать. Иначе институт семьи просто развалится. Вот. Раньше мне казался Симферополь неинтересным и скучным, даже вот в плане архитектуры. После того, как я стала выезжать и ездить за пределы Крыма, видеть архитектуру, поняла, что в Крыму не так уж и плохо. В Крыму, в Симферополе есть архитектура интересная, его нужно причесать, его и так, в принципе, так в последнее время как-то он, не знаю, позеленел, преобразился. У нас есть красивые уголки, природа чудеснейшая, нам можно завидовать. Люди здесь менее свободные и менее интересные. Мне кажется, что самые прогрессивные уезжают, к сожалению. Но это уже зависит от того, что здесь сложно реализоваться в профессиональном плане. Для меня, в принципе, крымские татары — это этнос, который живет между Европой и Азией. Поэтому мне кажется, что мы очень интересный, классный микс Европы и Азии. И крымская татарка, и крымский татарин. Вот. Это наша изюминка, это наша фишка. Мы можем быть очень сильными, понимая это.